Вот смотрите, вы говорите для народа, для города, говорите, каждый раз одно и то же повторяете от имени народа. А весь народ, вот народ, от имени нас. Можно я скажу, да? Все против. Вы никого не оповестили об этом генплане, что вы замеры делали. Все делаете, извините за выражение, ну тихо. Ни в новостях, нигде. Вот люди все друг друга узнали, вот, по слуху, да? Все вы молча делаете. И вы нарушаете закон свободной воли. Наша свободная воля народа, что мы против этой трассы по нашим дербышкам. Понимаете, вот дом, да, и большая трасса. Мы против. Я не хочу так жить и не хочу, чтобы мой ребенок дышал этим. Есть ваше предложение по Липатово, по улице Главной. Еще раз, вы, пожалуйста, услышьте, город не может развиваться. Дербышки — это такая же неотъемлемая составная города Казани. Мы учитываем мнение людей. Мы для этого здесь и собрались. Мы все говорим о развитии, о развитии. Мы вам повторяем еще раз. Проходит одна крупная магистраль, Сибирский тракт. Вы нам хотите еще одну магистраль. Зачем? Неужели нельзя в обход Дербышек, вдоль дороги? Если разгрузить трассу высокой горы, идите вдоль дороги железной, где нет никого. Обходите все Дербышки. Сколько вы хотите дорог нам сделать? 5? 10? Вы хотите здесь что сделать? Развязку? Устроить нам гетто? Вообще мы не понимаем, к чему этот генплан, зачем именно через Дербышки. Дербышки занимает всего лишь 1 километр дороги. Вы не можете обойти ни влево, ни вправо. Позвольте вам напомнить, в городе Казани в 2018 году, а точнее с 29 мая по 7 июня проходило 13 общественных обсуждений с жителями города Казани. В том числе одно из них проходило в этой школе. Я на нем тоже так присутствовал. Тогда мы выслушивали и все замечания отправляли разработчикам. Вы сейчас пытаетесь нам под непонятными какими-то причинами, объяснениями, которые так вот я для себя и не поняла, кому это нужно, куда идет эта дорога, для чего она нужна, потому что она есть в генплане, потому что городу надо развиваться. Но она только ухудшит нашу ситуацию. Поэтому все жители Дербышек, и мы, как их представители, сюда, конечно, не все Дербышки пришли, мы все против, потому что кроме минусов здесь плюсов никаких нет. И нас призывать с этим смириться, да, конечно, мы не будем с этим смириться, правда? Мы пришли вам рассказать и объяснить, что запланировано в проекте генерального плана. Процедура публичных слушаний уже прошла. Сегодня проект генерального плана размещен в федеральной информационной системе. У нас недавно по всей Казани был год парков. У нас строили везде парки. Горный парк, отличный парк построили. В центре города, по окраинам, везде был год парков. Дербышки – это естественный парк. Зачем его превращать в дорогу? Это что, год дорог будет, а потом будет опять год парков? Дербышки, Дербышки от этого года никуда не ушли. Более того, в этом году в Дербышках будет реконструкция озера Комсомольский. Отлично. И никто не говорит о том, что мы вырубим здесь леса, либо что. Я вам задал его в самом начале о развитии. Вы одной рукой, вы осваиваете деньги, вы сажаете леса, создаете парки. Другой рукой вы разрушаете. Вы разрушаете уже сложившуюся жизнь в Дербышках. Это свой микрорайон. Да, мы находимся в Казани. Мы жители тоже Казани, мы тоже за развитие, но мы против, чтобы шла разруха в нашем поселке. Мы за парки. Мы за парки. Развивайтесь там, где осваивайте поля. Но не рубите леса. Сажайте леса, осваивайте, стройте новые дороги. У нас все уже сформировано в Дербышах. У нас все дороги есть, внутренние. Вот 28 марта начинает течь 3 месяца, которая дается на представление замечаний и предложений федеральным органам соседей и органам республиканским. В это время мы с вами
изучим этот вопрос. Ну, мы как бы так много времени, конечно, не будем тратить, мы постараемся как можно быстрее эту встречу организовать, но сегодня мы ждем вас сначала ваше предложение, чтобы ну, как можно больше разработать. Наше предложение скажи. И второе, Наше предложение не Мы уже вам озвучили наше предложение. Дороги нет. Дороги нет. Кто еще хотите от нас услышать? Других вариантов нет, направляем это только. Дороги через Дербышки, дороги нет. Это наше предложение. Нет. Вот им задаешь вопрос, они как одно и то же заученные фразы повторяют. Мы вам оповестили, мы вам говорим, было 13 слушаний. Да не было этих 13 слушаний. Они, может быть, между собой собрались 10 человек и прослушали 13 слушаний. А люди не спросили, обманывают. Это обман. Народ обманывают. Нас уже в Дербышках обманывают. Как и в других местах. Любой район могут так обмануть. Поэтому, мне кажется, надо всей Казани вставать здесь. Это внушили людям социальную апатию, что мы якобы никто, ничего не можем, туда-сюда. Ну так вот, да, социальная такая апатия общая. Вот так ведь? Во-первых, каждый человек должен стать активным. Каждый человек должен другому своему рассказывать, знакомому, родственнику, и вместе так собираться, друг друга оповещать, собирать подписи, ну там много чего можно сделать. Единственное, это действительно убирать социальную апатию. А как у нас социальная апатия появляется? Вот у нас везде вышки, все ученые об этом говорят, везде электромагнитное излучение. Вы посмотрите, у нас в Дербышках начали сколько строить вышек и по всему городу. Что это такое? Это электромагнитное излучение, которое можно настроить на определенную волну, на апатию, на безразличие. Вот так нами управляют.